Всем привет, дорогие друзья! Кошка у нас бегает. И у нее есть повод, что она так радуется. Всем здравствуйте, друзья. Мы сегодня решили, пожарить минтай, рыбку. Вот, и вы посмотрите, как мы это делаем. Да. Ну, просто покажем, я поснимаю, как мы все же, вот на прошлом видео мы показали, как жарим мы картошку, а сейчас покажем, как мы жарим минтай. Ну, как Маша жарит. И довольно так и вкусно получается у нее это всегда. Я поснимаю, Маша покажет. Вот. А там бесится малышка. Наверное, слышно, наверное. Табун как будто бегает по дому. Как будто табун лошадей там бегает, потому что он чувствует, наверное, рыбу эту, аромат рыбу. И залез. На ковриком. Под коврик еще залез. Малыш. Вот так бесится наш малышка. А мы приступаем, вернее, Маша приступает. Я-то давно уже приступил, за камерой сижу, оператор, так сказать. Поснимаю немножко. Ну, я уже рыбку помыла, почистила полностью уже. Большие куски пополам сделала. Вот. И сейчас я начну. Значит, я сюда добавляю яйцо. Вот. Полностью это яйцо перемешаю я все это. Наверное, одно яйцо, хватит у меня. Взяла 2 яйца, но одно яйцо хватит. Ну, немного, не так много рыбы, так что одно яйцо хватит. Вот. Ну, соль, наверное. Так, потом, у меня здесь мука. Эту муку я сейчас посолю тоже. Прям муку и соль положила. И Попробовала еще муку. а я все почему-то пробую на вкус. Соленая, не соленая. Я вот это не могу так. И вот добавляю сюда муку, чтобы у меня все это... Ну, я смотрю, вот не всю муку, давайте. Немножечко. Да. С яйцом, чтобы это все связать. Ну, как в кляре, наверное, получается это у меня. Вот. Но вот у меня нету приправы для рыбы. Если была бы приправа для рыбы, можно даже сюда добавить. Но вот, кстати, у меня приправы не нашлось. Так. Ну и это даже к лучшему, потому что я приправы не очень уважаю. Все должно быть, ну, естественный Да, аромат. Не очень... Да, я приправы, что в мясе не очень уважаю, но мясо немножко кладем там и приправы всякие там. Но все равно, вот, чисто вкус рыбы или чисто вкус мяса, на самое хорошее. Так, включаю плиту. Так, на 6 ставлю. Ну, 6 у нас где-то 9 отделений. 6 это где-то примерно чуть больше половины, давайте. Ну, я уже сейчас это все обваляю в муке. И кладу жарить на сковороду. У меня оно уже шкварчит, или как сказать? Шкварчит. Шкварчит. Масло нагрелось, шкварчит.
И сегодня будем ужинать очень вкусной рыбой. Простой способ, очень быстрый, но очень вкусный. Ну, так, наверное. Многие, наверное, так делают. Но мы ведь и просто тоже показываем, что вот как мы кушаем. Как кушают простой семье, деревенской семье. Никаких наворотов нету. Но все простое, самое вкусное. Всегда. Всегда самый простой рецепт, он самый вкусный. Да. Не влезет на сковородку или влезет? Ну, сейчас посмотрим. Сколько тут? Две рыбины было, да? Да. Ну, не влезет потом. Ну и переворачивать потом потихоньку, я так думаю, да ведь? Да, пока жарится, подрумянится с одной стороны. Ну вот уже я рыбку. Там уже подрумянились уже с одной стороны. Вот. Сережа сегодня молчит, сидит. Светлана, ложится с камерой, что я буду болтать, ничего не слышно. С этой стороны тоже вон как румяные, красивые получились. Так. Укроп еще немножечко. Укропом. Укроп у меня в морозилке. Ну, немножко. Вот так примерно немножечко. И добавлю водички. И пусть немножко Протушится. да, протушится у меня. Закрою крышку. Вот. И пусть так немножечко протушится. Ну так, у нас рыбка готова. Плиту выключаю. Все готово. Сейчас будем класть на блюдце и попробуем. Сейчас, друзья, покажу я поближе, какая румяная рыба получилась у Марии Олеговны. А то там камера стояла вдалеке, я тоже молчал, потому что вдалеке, там на другом конце комнаты я даже не кричал. Я сейчас вот подъеду и покажу вам, какая рыба, прекрасная рыба, румяная, вкусная, как щечки у Маши, красненькие. Вот смотрите, какая рыба. Она мягенькая, потому что она как бы пропарилась. Она румяная, потому что она как бы поджарилась. И укропчик придает очень вкусный пикантный вкус. Вот. Теперь еще скажу. Видите? Опять конец фильма приближается, и опять к нам пришел Барсик. А этот малышка опять уснул куда-то, где-то на печке, наверное. Рыба, уверяю вас, очень вкусная. Барсик не даст соврать. Да, и гарнир к этой рыбе можно как рис, как пюрешку и капуста. Кстати, капуста, оказывается, с рыбой, ну и с минтаем в частности, очень подходит.
Да, и очень вкусно вот использовать вместо гарнира капусту. Просто тушеную капусту. И можно даже тушить вместе, вот если, С рыбой. да, если взять вок, так и вот там бы я бы даже посоветовал так сделать, вместе с капустой протушить. Очень вкусно получается. Попробуем давайте рыбу нашу-то. Да. Ну, вон. Сейчас Маша скажет, как там рыба. Да, рыба-то что, рыба очень вкусная. Мгм. Нежная, вкусная. Вкусная. Да, мягкая получилась, вкусная. Как всегда. Вот так. Так что ешьте, делайте, Готовьте, готовьте. готовьте, делайте. М. Я тоже, друзья, уже присоединюсь, но после того, как я закончу съемку. Соль хватает. В самый раз, кстати. Не пересолила. Всё Вкусно. вкусно, да? Ну, я по аромату чувствую, что вкусно. И по цвету, и по таким кусочкам умяненьким. Вот. Я сегодня в кадре, друзья, тоже показываться уже не буду, потому что такое коротенькое видео, как мы жарим минтай. Ну и, в принципе, не только минтай, другие рыбы тоже. Окунь, правда, морской окунь не так жарим. Ну, без яиц, без кляра как-то. Мгм. Он, не знаю, почему-то Маша вот без яиц жарит. Вот. Ну, а речную рыбу обычно жарим тоже без кляра. Окунь. Ой, не окунь. Окунь же. Щуку жарим в сметане всегда. А мелкую плотвишку с мукой, конечно, но без яиц. Просто мукой обваливаем и так жарим. Еще хочу сказать немножко, друзья, про нашу погоду. У нас наступила весна. Капает капель. Днем сегодня было, вон Маша говорит, плюс 5, да? Да. Плюс 5. Тепло. Все капает. Капель. Посмотрите, как капает. Погода просто прекрасная. Солнце светит, аж глазам больно от белого снега и от солнца. Ветра пока нету, но сказали, что будет ветреная погода. Если будет солнце, ветер и тепло этого снега, вот эти тучи, большие вот эти сугробы, они быстренько выветрятся. И это очень хорошо. Чем больше выветрится этот снег, тем меньше будет воды во дворе. Ну, Весной, здесь уже да. проваливаешься. Где вот. Но это еще все это замерзнет, потому что на следующей неделе уже обещают тоже опять минусовые температуры. Это, конечно, это хорошо, что постепенно это все происходит, а не разово. Если это разово, все кирдык, то есть будет. Ну, не надо будет догонять Машу потом. Ну что, давайте-ка, Мария Олеговна, скажем до свидания нашим зрителям. За вкусняшку тебе спасибо. Еще не пробовал. Ну, я 1000 раз это уже пробовал, твою готовку. Я знаю, что она вкусная. И советую, друзья, так попробовать, приготовить. Может, кто-то готовит тоже, конечно, так. Может, у кого-то свои рецепты. Можете оставлять в комментариях, давайте. Мы в семейную копилку рецептов, это завсегда, завсегда нам приятно и завсегда нам будет полезно. Вот так. Угу. Такие простые рецепты. Да, у нас все просто всегда. Легко и просто. Я повторяюсь, самое простое, самое вкусное. Это всегда. Вот так. Все, друзья, до свидания. С моей стороны говорю уже до свидания. Все. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Барсик, скажи пока. Ну и еще посмотрите наш закат. Какой закат.
красивый. Маша тоже снимала. Очень красивый закат. Вот так.